Всем привет! Вы на канале Аргументум, и с вами программа «Прочитано». Это 3-й выпуск, и мы начинаем. Меня зовут Вероника, я читаю книги и рассказываю вам, что же в них такого интересного. Помните, я обещала вам обзор книги Калон Мала Спандиара Кубеева, и поэтому мы сейчас начинаем. Во-первых, по одной из версий, это первый казахский роман. И Спандиар Кубеев написал его и вообще начал писать книги не просто так, а потому что он занимался преподавательской деятельностью, и после 8 лет преподавания он пришел к выводу, что он может заложить хорошие и правильные мысли в умы людей и детей не только преподаванием, но и книжками. Эта книга тоже написана с этой целью. Но самое интересное, что Спандиар Кубеев написал для меня, и для тебя, и для нас всех эту книгу, но я не смогла ее нормально прочитать, потому что я везде ее гуглила, я ее искала, я нашла версию только на казахском языке в электронном варианте, но при этом можно прочитать только определенное количество, а потом с себя требует подписку в 500 и более тенге. Это несправедливо. А если вы знаете, где найти эту книгу на русском языке, в электронном варианте или в печатном, то, пожалуйста, напишите мне или оставьте ссылку, я буду вам очень признательна, потому что я очень хочу ее прочитать. А почему? Потому что в этой книге описано, как 15-летнюю Гайшу собирается выдать замуж за 60-летнего старика Турлыбая. И не абы кто, а ее собственный отец. Почему? Потому что всем нужны бабки, блин. Особенно Идбаю, который отец Гайши. Он не очень-то богатый, вернее он бедняк. Они простые аульские жители, и он хочет заработать на калыме, который заплатит за его дочь Турлыбай. Честно? Нет, несправедливо. И здесь такой небольшой контраст, что бедняки Гайша и Кожаш, они хорошие, а Турлыбай, он плохой. Да, в этой книге это так. Но вообще в казахских книгах есть небольшой стереотип, начиная от Алдар Косей, заканчивая другими произведениями, что все богатые плохие, а все бедняки хорошие. И, наверное, это сейчас у нас такой стереотип, что если у тебя есть мани, бабки, то ты их нажил нечестным путем, а если ты бедный, значит ты хороший, у тебя доброе, большое сердце. Нет, люди, не верьте этому, потому что бедняки могут быть и хорошими, и плохими, так же, как и богатые. Но давайте вернемся к этой книге. Надеюсь, я вас заинтриговала, потому что сюжет реально очень-очень крутой. И самое классное, что я читала эту книгу на казахском, я не все поняла, но мне сказали то, что там написано все очень простым языком и читается легко. Плюс, это не «Война и мир», это не Абай Жолы, там не 4 тома, так что читать можно и читать можно легко. Поэтому, пожалуйста, прочитайте, потому что я не буду вам спойлерить, что же случилось с нашими влюбленными, с Турлыбаем, со всеми другими персонажами. Вы должны узнать сами. Читайте эту книгу, читайте другие книги, которые мы Аргументом вам рекомендуем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какие книги вы хотите увидеть в следующем выпуске. С вами было Прочитано, 3-й выпуск. Пока-пока! А если ты богатый, значит, ой, и когда он занимался... И после 8 лет...